Здравствуйте, уважаемые обучающиеся! Это предмет охрана труда, и с вами я, Райхан Алишер-кызы. Тема занятия – инструкция по охране труда для пекаря-кондитера. Цели и задачи занятия – предотвращение фактов травмирования и обеспечение безопасной работы сотрудников хлебопекарного и кондитерского производства. Общие требования охраны труда. На пекаря-кондитера могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, такие как перемещаемое сырье, тара, готовые изделия, повышенная температура поверхностей оборудования готовой продукции, повышенная температура воздуха рабочей зоны, пониженная влажность воздуха, повышенная или пониженная подвижность воздуха, повышенный уровень инфракрасной радиации, острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, тары. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны, физические перегрузки. Подробнее можете посмотреть видеоурок на тему «Опасный и вредный производственный фактор» на YouTube-канале колледжа. Ссылка указана внизу. Пекарь-кондитер извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. Пекарю-кондитеру следует оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной. Перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку, либо надевать специальную сеточку для волос. Работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения. После посещения туалета мыть руки с мылом. При изготовлении мучных кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком. Не принимать пищу на рабочем месте. Требования безопасности перед началом работы. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые и бьющиеся предметы. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. Подготовить рабочее место для безопасной работы. Обеспечить наличие свободных проходов между столами, стеллажами и оборудованием. Проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам. Удобно и устойчиво разместить полуфабрикаты, заготовки, инструмент, приспособления и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке в соответствии с частотой использования и расходования. Проверить внешним осмотром надежность закрытия токоведущей и пускорегулирующей аппаратуры пекарного шкафа, отсутствие посторонних предметов в пекарной камере и вокруг оборудования, состояние полов, отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях производственных столов, исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента. Проверить исправность пусковой, сигнальной, контрольно-измерительной аппаратуры пекарного и другого применяемого оборудования. Перед включением в работу электрического пекарного шкафа проверить исправность ручек и прижимных пружин дверок рабочих камер, устойчивость полок и прочность кронштейнов, наличие и целостность ограждающих поручней и нижних подовых листов, закрывающих нагревательные элементы,
Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения. Требования безопасности во время работы. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и который допущен работникам, ответственным за безопасное выполнение работ. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, средства защиты рук и использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации. Пользоваться только установленными проходами. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные, разлитые продукты, жиры и другие. Не загромождать рабочее место, проходы между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы, инвентарем, излишними запасами продуктов, готовых мучных кулинарных изделий. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, не тянуть за струну руками. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, подкатные дежи в направлении от себя. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто. Не использовать для сидения случайные предметы, оборудование. Соблюдать технологические процессы приготовления мучных кулинарных изделий. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, режимом выпечки и за работой вытяжной вентиляции. Использовать специально предназначенные ножи для надрезки тестовых заготовок. Укладывать кондитерские листы и формы для выпечки на стеллажи и тележки так, чтобы их углы не выступали за габариты стеллажа тележки. Соблюдать осторожность при посадке и выемке форм, листов, кассет, санитарной обработке яиц и приготовлении льезона. При использовании пекарных шкафов соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя. При эксплуатации электрического шкафа с вкатным стеллажом, перемещение стеллажей с продукцией в рабочую камеру и из нее осуществлять с помощью приспособления, предохраняющих от получения ожогов. Загрузку и выгрузку шкафов производить осторожно, не касаясь нагретых металлических поверхностей. Своевременно выключать электрические шкафы, производить регулирование мощности и температуры в пекарной камере. Не допускается использовать для выпечки формы и листы неисправные, деформированные или с нагаром. Включать жарочный и пекарный шкаф при отсутствии нижних подовых листов, а также с ненадежно закрепленными на петлях дверками камер. Переводить лимб терморегулятора непосредственно с высокой температуры на низкую, без отключения шкафа для остывания. Проводить очистку включенного шкафа. Эксплуатировать шкафы при неисправных устройствах, фиксирующих дверки камер в открытом-закрытом положении. Оставлять без надзора работающее оборудование, допускать его к эксплуатации необученных и посторонних лиц. Складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару. При наличии напряжения на корпусе электрического пекарного шкафа, появление запаха горящей изоляции его следует выключить с помощью панельного переключателя и отсоединить от электрической сети с помощью рубильника или устройства его заменяющего. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
При возникновении поломки оборудования прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, продукта и так далее. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое оборудование, закрыть нос и рот мокрой салфеткой, открыть окна и двери, проветрить помещение, перекрыть вентили на подводящих газопроводах, жарочным шкафам, пищеварочным котлам, плитам и так далее. Не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию. Исключить пользование открытым огнем. Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, перекрыть газ на вводе в здание, сообщить об этом администрации организации, а при необходимости вызвать работников аварийной газовой службы. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или посыпанными порошкообразными веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. Использованную ветошь убрать в металлический ящик с плотной крышкой. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом, препятствующим доступу воздуха в зону горения. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована доставка его в учреждение здравоохранения. Требования безопасности по окончании работы. Не охлаждать нагретую поверхность пекарного шкафа водой. По окончании работы пекарного шкафа выключить шкаф и надежно обесточить при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не включать, работают люди». После полного остывания шкафа произвести уборку. Очистить камеру сухим способом, без применения воды. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками. Использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления. Соблюдая технику безопасности, вы сохраняете себе здоровье и жизнь.